На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Погоны от президента. Аслан Джани принял участие в церемонии присвоения воинских званий и награждений сотрудников МВД Абхазии. Задавая тренды. Первый международный туристическо-образовательный форум «Горизонты-23» открылся в Сухуме. Качество, послевкусие, гармоничность. На предприятии «Вина и воды» Абхазии проходит дегустация продукции участников второго национального конкурса абхазских вин. Начнем с информации Генпрокуратуры. Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения двоих россиян – Леонида Шоклера и Исмаила Шейха и вымогательства в особо крупном размере. Правоохранители задержали 6 подозреваемых – Артура Квиквискири, Адгура Харчилава, Аляса Харчилава, Тимури Алхарба, Адгура Авицба и Алана Ломия. По версии следствия, Шоклера похитили вечером 14 апреля с парковки возле магазина «Сухум-маркет». Мужчину вывезли в село Ачадара Сухумского района. В отношении него применили насилие, опасное для жизни. До 18 апреля Шоклера перевозили с места на место. После того, как похитители получили выкуп $5000 от матери, его освободили. Друга Шоклера Исмаила Шейха похитили 19 апреля. Его обманули и вывезли в село Акум Галского района. В отношении мужчины применили насилие, опасное для жизни, но ему удалось освободиться и сообщить о произошедшем в милицию. Служба государственной безопасности Абхазии выступила с сообщением в связи с распространяющейся информацией от анонимных пользователей соцсетей о причастности некоторых граждан к порубке дерева на Лыхнашта. СГБ информирует, что информация в интернет-пространстве о причастности иных граждан республики к данному делу, кроме задержанных 11 апреля братьев Богателя, не соответствует действительности. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Между тем появились признаки восстановления поврежденной липы на Лыхнаште. Листья дерева стали увеличиваться, и это хороший знак, считает глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. По его словам, экологи провели уже 2 курса лечения китайским препаратом и теперь планируют заказать из Пекина еще одну партию. 26 апреля профессиональный праздник отметили сотрудники специального отряда быстрого реагирования МВД Республики. Торжественная церемония состоялась в среду в Министерстве внутренних дел. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 5-летию образования СОБРа, специального отряда быстрого реагирования. Президент Абхазии Аслан Джани присвоил звание полковник милиции заместителю министра внутренних дел Райшу Цвижба. Аслан Джани выразил благодарность сотрудникам СОБР за их профессиональность, отвагу и самоотверженность в защите государства и народа Абхазии. Материал пресс-службы ведомства, подготовленный специально к празднику, смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Каха Пертая, утвержденный на последнем заседании сессии Народного собрания председателем контрольной палаты Абхазии, был представлен сегодня коллективу ведомства. Представил нового руководителя спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад быть сегодня в гостях у контрольной палаты. Сегодня у нас важное событие. Мы представляем нового руководителя контрольной палаты. Но прежде чем мы перейдем к представлению нового руководителя контрольной палаты, я хотел бы от лица Народного собрания парламента Республики Абхазия и от себя лично поблагодарить Роберта Ивановича Ашба за многолетнюю работу, проделанную на этой ответственной должности. Поблагодарить весь коллектив контрольной палаты. Именно при вас были заложены основы деятельности этого органа. Была сформирована очень качественная команда, которая добилась ощутимых результатов для нашего государства и для нас всех. Спасибо вам за это. При вас были заложены самые добрые и правильные традиции деятельности этого контрольного органа. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что эти добрые традиции будут продолжены. Контрольную палату всегда отличали такие принципы, как принцип законности, гласности и высокой ответственности за проделанную работу.
Роберт Иванович, вам отдельная благодарность за это. И позвольте от лица парламента вручить почетную грамоту парламента. И большое, уважаемый Каха Заурьевич, я поздравляю вас с избранием на столь ответственную государственную должность. Каху Заурьевича мы знаем как человека принципиального, человека ответственного, человека системного, человека, который умеет хорошо наводить коммуникации. Я уверен в том, что взаимоотношения между вами и вашим коллективом сложатся. Я очень надеюсь на качественную и плодотворную работу, основанную на принципах объективности и беспристрастности. Спасибо большое, Роберт Иванович, вам огромное спасибо. Мы с вами знакомы, будучи еще депутатом 6-го созыва парламента, мы знаем вашу работу, ваш труд. Вы руководили контрольной палатой с момента ее создания. Спасибо за все. Спасибо. Благодарю всех. Вице-премьер-министр экономики Кристина Азган встретилась в Москве с послом Сирии в России Башаром Аль-Джаафари. Стороны обсудили гуманитарную помощь, оказанную Абхазии и сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в начале февраля, а также межгосударственное сотрудничество. Власти Абхазии выделили $300 тысяч на поддержку Сирии и Турции, 200 тысяч из которых предназначены Дамаску. Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоится в Сухуми в четверг, 27 апреля. В повестке дня в основном социальные вопросы, в частности, об итоговых отчетах о реализации межведомственной целевой программы на 2022 год развития демографии, о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», об утверждении персонального состава Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2023-2025» и другие. Первый международный туристическо-образовательный форум «Горизонты-23» открылся в Сухуми. Организаторы форума – Минтуризма Абхазии и представительство Россотрудничества в республике. На пленарных заседаниях будут представлены доклады по актуальным проблемам развития различных направлений туризма, в том числе гражданско-патриотического, образовательного и молодежного. Речь пойдет и о трендах туристической индустрии 2023 года. Подробности с церемонии открытия у Надежды Боровиковой. Международный туристическо-образовательный форум «Горизонты-23» открыл посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Важно, что это международное мероприятие объединяет и туроператоров, и ательеров, и предпринимателей, и общественных деятелей Абхазии, и гостей из России. Уверен, что это позволит провести плодотворное обсуждение всех имеющихся проблем и наметить пути их решения, подчеркнул Михаил Шургалин. Очень рад приветствовать всех собравшихся на сегодняшнем форуме, и гостей, и организаторов, и профессионалов туристической области. Для всех, для нас понятно, что это очень важная отрасль, дающая большой доход в бюджет республики. И одновременно это очень важная отрасль для Российской Федерации, потому что с каждым годом все больше и больше российских туристов посещают вашу прекрасную республику для отдыха, и многие даже для лечения. Исходим из того, что главным итогом форума должно стать формирование благоприятных условий для инвестирования в наиболее перспективные проекты, в дело создания новых партнерских связей по развитию туризма в разных областях – детского, спортивного, тематического. Это, повторюсь, это окажет большой положительный эффект как на абхазский народ, так и будет благоприятно для российских туристов. Организатором форума с российской стороны выступило представительство Россотрудничества в Абхазии. С приветственным словом к участникам обратились руководитель представительства Дмитрий Федотов и его заместитель Дмитрий Поликанов. Действительно, Абхазия – это, мне кажется, такое почти райское место для меня на земле, потому что я много раз здесь бывал. И мне кажется, что обилие моря, солнца, гостеприимных людей, очень вкусной еды и всего остального, просто делает неизбежным поездки сюда большого количества туристов. В России сейчас активно развивается тема познавательного туризма.
У нас появилась такая организация, как «Больше, чем путешествие» при российском движении детей и молодежи. И «Больше, чем путешествие» оно как раз призвано развивать туризм со смыслом. Понятно, что большинство наших программ они направлены на привоз в Россию. Да, вот у нас есть такая замечательная программа «Здравствуй, Россия». Ребята в этом году поедут, кто-то в Артек поедет, кто-то поедет на Чукотку, кто-то поедет в Дагестан. Мы можем использовать инфраструктуру русских домов за рубежом, в том числе для того, чтобы продвигать туристический потенциал Абхазии. Нам как бы это ничего не мешает. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что для продвижения, в том числе как бы совместных программ и туристического потенциала Абхазии, можно использовать и площадки русских домов в 73 странах мира. И как раз, мне кажется, это тоже будет очень хорошая и правильная история. Для нас это особенно важно, потому что сама идея этого форума, она зародилась еще где-то полгода назад, в декабре прошлого года, когда мы проводили круглый стол совместно с Министерством туризма и Министерством просвещения, в рамках которого, собственно, подняли вопрос относительно того, что каким образом можно было бы использовать потенциал, в том числе и интернатов в Республике Абхазия, и возродить такое движение, как обмен школьниками. И, насколько мы поняли, эта тема, в общем-то, достаточно актуальна здесь, и она действительно имеет как бы отклик, и поэтому было решено, собственно, и провести такого рода форум, в рамках которого мы постарались собрать и специалистов из России в области тематических лагерей, и IT-направления, такие как мобильные технопарки. Ну а для того, чтобы это не ограничивалось, собственно, только городом Сухумом, мы решили провести это в рамках, ну, я бы не сказал всех городов, но тем не менее и в Гагре, и в Гудауте, и в Сухуме у нас пройдут и тематические площадки, и круглые столы, мастер-классы и для ательеров, и в том числе для ребят профориентационные мероприятия. Министр просвещения Абхазии Налгабле приветствовал гостей международного форума и отметил важность сотрудничества России и Абхазии в сфере образования. За прошлый год наши дети посетили такие города, как Сочи, Краснодар, Москва. Петербург я уже отметил. Спортивных мероприятий очень много мы провели в прошлом году, вот, благодаря и поддержке Россотрудничества в том числе. Ежегодно школьники участвуют во всемирных играх юных соотечественников в Москве. Вот в прошлом году мы себя тоже достойно показали. И благодарю также Россотрудничество за эту возможность посещать столицу России. Также хочу отметить, что впервые наши школьники приняли участие в первой Южно-Российской олимпиаде по математике для девочек «Ассара» в рамках ноябрьской математической образовательной программы, которая проходила в кампусе образовательного центра «Сириус». «Сириус» — это отдельно для нас направление, наш ближайший сосед, с которым мы сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет. Наши дети уже учатся в IT-колледже «Сириус» и посещают образовательные мероприятия. В 2021 году был побит 30-летний рекорд, подчеркнул министр туризма Теймураз Хижба. Абхазию посетило более 1,5 миллиона человек. В Абхазии находится самое теплое место на всем Черноморском побережье, это город Гагра. И особо хочу отметить, что история туризма не только Абхазии, но и в прошлом Российской империи началась именно с города Гагра, тогда, когда в конце XIX века было принято решение на имперском совете создать курорт, который походил бы на Ниццу и Монте-Карло. И был построен город с нуля, город Гагра. С этого началась туристическая история Абхазии. И, между прочим, хочу отметить, что первые учреждения на юго-западе Абхазии, учреждения просвещения, были построены тоже принцем Александром Петровичем Ольденбургским. То есть здесь мы находим общую грань между туризмом и образованием. Сегодня в современном мире очень важно, чтобы наша молодежь и в России, и в Абхазии получала правильные знания, получала правильную информацию. У нас в Российской Федерации общие ценности, общие семейные ценности, общие религиозные ценности и общее будущее. Добро пожаловать в Абхазию. Спасибо за внимание. Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия также обратился к гостям с приветствием, напомнил о святых законах абхазского гостеприимства. Христос истинный Бог наш. Когда входил в Иерусалим, люди выходили и встречали это массовый выход. Что такое туризм? Это выход массовый людей, которые идут куда-то, чтобы радоваться, чтобы
отдохнуть, подумать. Вот это слово, оно очень важное. И дай Бог, чтобы в нашей стране абхазской мы смогли проявить вот это абхазское гостеприимство. Не на словах, а на деле. Еще раз вас всех с этим праздником. Форум очень необходимый, актуальный. И дай Бог, чтобы эта вся наша актуальность исходила из тех принципов человеколюбия. Мир вам всем! Христос воскрес! Международный туристическо-образовательный форум «Горизонты-23» продлится до 28 апреля. На пленарных заседаниях будут представлены доклады по актуальным проблемам развития различных направлений туризма и образования. Надежда Боровикова, Торни Камичпа, Абаза ТВ. В Тхуарчалском районе есть чем привлечь туристов, что посмотреть. Об этом заявил накануне министр туризма Теймураз Хишба, который совершил рабочую поездку в город Тхуарчал в преддверии летнего туристического сезона и встретился с главой администрации Тхуарчалского района Исидором Дочи. Глава отметил необходимость развития инфраструктуры Тхуарчала. К нам приезжают заинтересованные в этом лица. Надеюсь, все получится. И в ближайшем будущем наш город, который раньше называли промышленным, будет называться еще и туристическим. Мы к этому идем, у нас есть все возможности, чтобы это осуществить, отметил Дочи. Министерство культуры Республики Абхазия запустило новый проект «Фархацарей Аказарей Рымя», посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Первое видео из этого цикла с воспоминаниями о войне артиста Абхазского государственного драматического театра, заслуженного артиста Республики и Республики Абхазии, Республики Адыгея, награжденного медалью за отвагу Лаврика Ахба. Смотрите в нашем эфире. Качество, послевкусие, гармоничность. 26 и 27 апреля на предприятии «Вина и воды Абхазии» проходит дегустация продукции участников второго национального конкурса абхазских вин. Национальный конкурс абхазских вин впервые прошел в прошлом году. Его цель – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. На первый план выходит сера, она очень засерена. Вот, за вот этой серой ароматика не чувствуется. Цветочный аромат, вкус свежий, такой простой образец, 77 баллов. Дегустационная комиссия работает над оценкой продукции участников второго национального конкурса абхазских вин. Процесс проходит согласно регламенту Международной организации винограда и вина. Этот регламент предусматривает определенные критерии при конкурсной дегустации. Председатель дегустационной комиссии – приглашенный эксперт Георгий Арпентин, известный молдовский энолог, экс-руководитель Национального бюро винограда и вина Молдовы, долгое время возглавлял Союз энологов Молдовы и является экспертом Международной организации винограда и вина. Есть внешний вид, то есть мы оцениваем цвет вина и прозрачность, чтобы ничего не плавало в нем. Это первый критерий, потому что все-таки это как-то провоцирует покупку продукта. Ни один не любит мутное вино или что-то такое. Вторая категория этих критериев это относится к букету, к аромату. И здесь мы оцениваем качество аромата, интенсивность аромата. И если нету недостатков, потому что все чувствительны к недостаткам, тяжелее описать положительные стороны. Но все дегустаторы, я вам уверяю, они знают, что здесь есть дефекты. Да? И вот это как раз, вот эти три критерия позволяют не пропустить те вина, которые имеют недостатки. Третья категория критериев относится к вкусовым ощущениям. Интенсивность, качество, послевкусие, гармоничность. Дегустатор здесь более-менее субъективный, потому что каждый сравнивает со своим эталоном, со своим опытом, со историей дегустации. И он сопоставляет данное вино с того, что у него есть, значит, как сенсорная память, мы говорим. Вот, и мы ставим оценку. Каждый критерий, он, значит, оценивается по шкале по 5-бальной.
Надо отметить, что дегустация проходит анонимно. Никто не видит этикеток и не знает, какое именно вино оценивает в данный момент. По словам экспертов, анонимность в конкурсной дегустации очень важна. Она позволяет отбросить некоторые субъективные проявления. После того, как мы все дегустируем, мы будем открывать анонимно и посмотрим, какое это. Вот очень важно. Иногда делает и двойную анонимность. Да, в лаборатории ставит один номер, потом организатор вторые номера анонимные. Но я думаю, что это очень важно, потому что этикетки очень сильно влияют на дегустатора и провоцируют субъективность, нежели объективность. Поэтому мы должны убрать все факторы, которые могут влиять на эту субъективность. Генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба отмечает, что на промежуточном этапе конкурса уже возможны некоторые выводы. Общее впечатление, что такое. Есть люди, которые добросовестно относятся к виноделию и делают очень приличные вина, а есть, к сожалению, довольно много людей, которые, видимо, не очень понимают, что такое вино. Мы готовы с ними работать, мы готовы рассказывать, подсказывать, объяснять. Мы об этом говорили, всех приглашаем к нам в лабораторию, в частности, к нашим виноделам, которые готовы помогать всячески. Изначально было отобрано 95 образцов от 47 виноделов. В конкурсной дегустации допущено 24 образца из 15 хозяйств. По словам Николая Ачба, организаторы рассчитывали на большее число образцов. Главная задача всей этой истории – это популяризация вообще виноделия в Абхазии. Отсюда вытекает следующая задача – научить людей, объяснить людям, что такое вино в современном мире, что такое сегодняшний уровень виноделия, куда мы должны стремиться, на тот уровень, на который виноделие в Абхазии должно выйти, вне зависимости, это большой завод или это маленькая какая-то домашняя винодельня, потому что, как вам сказать, во всем мире есть понятие вина. Не может быть домашнее вино не очень хорошим, а вот там заводское очень хорошим. Или наоборот, заводское плохим, а вот домашнее вино хорошим. Есть общее понимание вина. Вот мы должны все вместе выйти на общее понимание того, что вино в Абхазии должно быть вот такого хорошего там среднего уровня. Церемония награждения победителей состоится 28 апреля на платформе ГУМа. Их будут выбирать в 13 номинациях. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. Бафиплектис Дбари. Так, в честь абхазского ученого, энтомолога, систематика Романа Дбар назван новый для науки вид насекомых из рода Бафиплектис. Новый вид насекомых открыл и описал в своей статье в журнале «Зоотакса» венгерский энтомолог Золтан Вас, куратор крупнейшей коллекции перепончатокрылых Венгерского музея естественной истории в Будапеште. В своей работе ученый отмечает, что он открыл новый вид насекомых, основываясь на исследованиях Романа Дбар, сделанных еще в 1983 году. Именно поэтому он и назвал насекомое в его честь. Об этом сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия. В Доме Москвы прошла образовательная панельная сессия для школьников Абхазии. Замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал будущим абитуриентам, на что стоит обращать внимание при выборе вуза. Встреча прошла в формате живого общения. Школьники задавали актуальные вопросы и делились планами. Спаржу выращивать можно и нужно. Начался первый сбор урожая на экспериментальных участках ФАО ООН в Абхазии. Весной прошлого года в рамках действующей программы ФАО завезла в республику посадочный материал спаржи сортов Старлим и Вегалим и распределила его на 2 экспериментальных участка общей площадью 1 гектар. С момента посадки агрономы ФАО регулярно проводили мониторинг, отслеживая развитие растения и предоставляя удобрения. Как итог, в этом году ожидается получение большого количества урожая. На первый взгляд на этом участке нет ничего, кроме сорняка. Но опытный глаз уже видит, как из-под травы выглядывает кудрявая голова молодого побега спаржи. Когда он достигает высоты в ладонь, то его можно срезать и отправлять прямо на стол или в рот. Для демонстрации того, что продукт экологически чистый, он очень полезный и вкусный в сыром виде. Чем-то похож
на молодой горошек. Спаржу едят как термически приготовленной, так и сырой, но только если она свежая, а не замороженная, и экологически чистая, как в Абхазии. Все дело в том, что местные фермеры отказались от удобрений. Мы принципиально не удобряли ничем, потому что на этой земле росла кукуруза. Мы решили, что никаких удобрений мы первый год использовать не будем. Эта культура ранее не выращивалась в Абхазии в таких масштабах, что придает эксперименту, который проводят абхазские фермеры совместно с ФАО, определенную уникальность. Весной прошлого года в рамках действующей программы ФАО завезла в Абхазию посадочный материал спаржи сортов Старлим и Вегалим и распределила его на 2 экспериментальных участка общей площадью в 1 гектар. С момента посадки агрономы ФАО регулярно проводили мониторинг, отслеживая развитие растений. По словам Астамура, сотрудники ФАО вместе с рабочими помогали прямо в поле. ФАО была колоссальная. Без этой помощи мы, конечно же, бы ничего и не сделали. Потому что качественные корни и их количество, оно достаточно дорогое. То есть если мы провели бы аналогию там с Россией и заказали бы такие корни в России, ну, это бы в огромную копеечку бы нам село. Соответственно, этот проект нам очень сильно помог. И помимо там самих корней, все ребята, которые работают в ФАО, нам помогали сажать, консультируют нас ежедневно по разным вопросам, помогают с различными там новыми проектами, мы с ними обсуждаем. Соответственно, работа ведется постоянно. То есть нет такого, что нам там помогли с корнями и сказали: мои хорошие, занимайтесь самостоятельно. То есть поддержка идет ежедневной. Сбор спаржи начался на прошлой неделе, уже в первых числах мая завершится. В эти дни начинающий фермер Илона Воуба впервые попробовала спаржу. Она целый год ухаживала за растениями, даже не зная, каковы они на вкус. Я впервые попробовала эту спаржу, когда уже мы засадили все поле и собрали через год свой собственный урожай. Я не знала, что я сажаю. И на самом деле, даже когда я говорила, у нас вот поле спаржи засажено, а сама я еще не пробовала, мне говорю, как это так, это вообще. Вот, ну, я сказала, свою спаржу я попробую впервые с собственного поля. По словам Илоны, процесс выращивания был трудоемким, но эксперты ФАО активно помогали в течение всего периода. А самое главное, что радует Илону, продукт оказался востребованным. И вот в этом году первый урожай мы представили на сельскохозяйственной ярмарке, на культурно-деловой платформе ГУМа. И хочу сказать, что это был успех. Мы распродали все, что мы туда принесли. И на удивление, несмотря на то, что это новая культура для Абхазии, было много молодых женщин, которые интересовались и знали, что такое спаржа, и более того, знают разные рецепты приготовления. Этот проект финансируется Европейским Союзом и проектом «Инпарт». И его цель – апробирование различных сельскохозяйственных культур, чтобы диверсифицировать доходы фермеров в Абхазии. В течение всего вегетационного периода агрономы ФАО внимательно следили за развитием культуры, чтобы убедиться в ее пригодности для данной местности, и консультировали фермеров по вопросам надлежащей практики выращивания. Сегодня их вердикт таков – спаржу можно и нужно выращивать в Абхазии. Мы начинали этот проект для спаржи на прошлом году, в апреле. И здесь было у нас 2 участка. Первый здесь, в Вешере, и второй в Бабушера. И ФАО хотел попробовать эту культуру в Абхазии, потому что это первый раз у нас большой участок для спаржи в Абхазии. И в этом году мы посмотрели, как эта культура выращивает. И мы видели очень хороший урожай в этом году. Это только первый сезон, который мы видели урожай. И в следующий год и после следующего года будет больше и больше. Проект ФАО, совместная программа ЕС и ООН по развитию сельских районов Абхазии, продолжает свою деятельность, создавая демонстрационные участки в огородах местных фермеров по всей Абхазии и обучая инновационным методам выращивания овощных культур с минимальным использованием химикатов и увеличением количества урожая. Марианна Котова, Абаза ТВ.
27 апреля на Абаза ТВ мы покажем завершающий выпуск телевизионного цикла, посвященного известному художнику, сценографу Александру Шервашидзе-Чачба. В 5-м выпуске эксклюзивное интервью с правнучкой художника Татьяной Зайцевой, которая расскажет интересные факты о жизни и творчестве художника. Автор проекта Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития «Амшра». Эскизы костюмов к балету Стравинского «Весна священная». «Весна священная», которая ворвалась в 20 век. Именно так будут говорить о спектакле, о новой постановке Дягилева. Зимой 1920 года Дягилев впервые представит «Весну священную» в новой хореографии Леонида Мясина. Конечно, спектакль принес колоссальный успех. Его обсуждали, ругали. Он нравился людям. Что значит Александр Константинович для Абхазии, должно в абсолютной мере сопрягаться с тем, чем он занимался. А он занимался созданием искусства. И вот что такое искусство, и как оно влияет на людей, и как вот в той ситуации, в которой мы сейчас живем, это просто спасение. Он разработал свою собственную палитру, которая сделала русский балет ярче, богаче. И, конечно, он был большой находкой для режиссеров и постановщиков, потому что он знал, как, не теряя свою творческую индивидуальность, донести замысел режиссера до зрителя. История 5-я «Весна священная», посвященная юбилею Александра Шервашидзе-Чачба, 27 апреля в вечернем эфире Абаза ТВ. Спорт. Анонс боя. Действующий чемпион Европы по версии IBF Харитон Агарба проведет бой против боксера из Узбекистана Мирзакамола Нематова на турнире в столице Республики Таджикистан Душанбе 28 апреля. 8-раундовый поединок пройдет в первом полусреднем весе. София Тарба заняла первое место в турнире по теннису «Апрельский кубок», который прошел 22 апреля в Краснодаре, сообщает Госкомспорт. София выступала среди спортсменов 9-10 лет. Тренирует спортсменку директор Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастер спорта по теннису Элизабет Акуция. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по улице Джоно и Имама Шамиля в четверг, 27 апреля с 0 до 17:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Старый поселок, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города Рынок. Сейчас о погоде. В четверг, 27 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 20 до 25 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.